Есть ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». У него есть покупатели, должники, клиенты, которым ему платят деньги, возвращают долги. Есть также поставщики, кредиторы, подрядчики, которым он платит за какие-то выполненные работы, за услуги. Вот когда должник, например, любой из них платит деньги, например, ОСО, рекламная фирма «Рубикон» платит за аренду газетной площади, ОСО рекламной фирмы «Рубикон» не волнует, куда потом денет эти деньги за издательское вино. Его совершенно не волнует. Равно как, когда кто-то получает деньги от ЗАО «Издательское», например, Мамбеталиев получает 1 миллион сомов, ему плевать, откуда он взял эти деньги. Но мы, вот государственный обвинитель и суд, выясняют вопрос. Значит, откуда взял деньги, которые были выданы Мамбеталиеву? То есть мы тратим столько времени. Кузьмин задает вопрос. А почему, значит, деньги, которые были отданы за аренду площади, были выданы Мамбеталиеву? То есть вот этот дилетантизм показывает, что никто из, допустим, когда давал показания главный бухгалтер Леденева, по 3 раза она одно и то же объясняет, прежде чем, задавший вопрос, хотя бы наполовину понимать, что она ему сказала. И поэтому я сейчас говорю, что вот есть сумма 143 тысячи, 23 сома, 93 ина, которая вменяется как ущерб по этому делу. Но ни один участник, вот сейчас, кто сейчас присутствует в суде, ни один не покажет, как она была получена. Никто не сможет объяснить. А она является основой для обвинения. И почему важно, необходимо понять, почему, откуда и как появилась эта сумма. Потому что когда мы начинаем выяснять, откуда эта сумма появилась, то мы понимаем тогда, были ли вообще нарушены интересы потерпевших или не были нарушены. То есть был ли причинен ущерб или не был. Чтобы понять, как получена была эта сумма, мы должны сначала посмотреть, как был закрыт год. 2016 год. Доходы 66 тысяч. Я буду говорить только крупные суммы, чтобы не... 66 тысяч. Расходы 53 тысячи. Бухгалтерский доход очень проще вычисляется. Доход минус расход, получается вот это вот 12 миллионов. Налог на прибыль, там по ставке установлены 1 миллион 390. Чистая прибыль, то есть получается из вот этого полученного предыдущего дохода вынимается налог на прибыль и получается 11 миллионов. Размер дивидендов на привилегированную акцию был установлен 25 сомов. Значит, количество привилегированных акций 2000 штук. Значит, получается уже на сумму начисленных дивидендов на привилегированную акцию за 2016 год составляет 50 тысяч сомов. Теперь, размер дивидендов на одну простую акцию был установлен 72 сома. То есть он становится круглой цифрой для того, чтобы потом при сложении, чтобы выйти на сумму больше 25%. Потому что закон запрещает платить меньше. Поэтому они берут 72 сома, умножают на количество простых акций, 38 тысяч, получают сумму 2 миллиона 736 тысяч сомов. Это по простым акциям. Когда складываются привилегированные акции простые, все, получается 2 миллиона 786 тысяч сомов. То есть, они жалуются и говорят, что мы всегда получали по 2 миллиона. Так вот, в этом году они получили 2 миллиона 786 тысяч сомов. Никто у них ничего не забирал, они все получили. То есть никаких прав в 2016 году не было нарушено. Теперь, значит, и вот это вот 2 миллиона 786, она получается больше 11 вот этого дохода, чистой прибыли, 11 миллионов. Вот, значит, при умножении на спрятан, больше она будет составлять. Теперь, все нормально, все хорошо. Возникает 4 сентября 2018 года, идет новый передел собственности в ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек», и начинает все проверять ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». И вот тогда возникает необходимость предъявить обвинение, исходя из вот этого неправильного, потому что выплата была, значит, не только с... Потому что вот здесь действительно, здесь получается, ЗАО «Издательский дом» полностью выплатил этот миллион. Хотя взыскание было солидарным, то есть доля Рубикона не была возвращена до конца 2016 года. Если бы она была возвращена, тогда бы разговора ничего не было. Но она не была возвращена. И тогда, и более того, она и дальше не была возвращена. То есть ее даже никто не трогал. Потому что все про это забыли вообще. Теперь, когда следователи это видят, они цепляются, они назначают акт аудита. Что делает акт аудита, аудитор? Она дает ложное заключение. И вот, значит, она повторяет все это, но теперь вот этими выделенными местами я показываю ложные места. То есть доход остается так же, его изменить нельзя. А вот расход, уже если здесь был 53 110, здесь он стал 53 138. На какую сумму он уменьшился? Он уменьшился на сумму 571 тысяча. Это вот та сумма, которая, когда она поделила на 7
организаций, как она сказала, за 3 из которых отвечает Рубикон, а за 4 седьмых отвечает ей. Вот эти 550 она все убрала. Получает больше доход, потому что она снизила его. Получается 13 миллионов, а здесь было 11 миллионов, 12 миллионов. Также убирается налог на прибыль. Также получается уже больше, если бы здесь было 11,33, здесь 11,705 получается. А вот, значит, вот этот процент, она не может его применить, потому что этот процент, я показал, как было указано, как была определена прибыль. Но ей нужно применить вот к этому. Поэтому она делает обратный счет. То есть она теперь, значит, вот к этому чистому доходу относит 25%. Значит, и получается, то есть она всю сумму дохода относит к общей сумме выплаченных дивидендов. И получается, что, значит, что 25% получает 25,023. Вот этот найденный таким образом обратным счетом процент, она применяет уже вот к этой вот сумме, которая она к новой чистой прибыли, к 11 миллионов 755 тысяч. И получается сумма 2 миллиона 929 тысяч. После этого она из, значит, вот этой суммы вынимает вот тот, который был 2 миллиона 700, и вот получается 143 тысячи 23 суммы. Вот как была получена эта сумма. И эта часть является ложной. Если говорить вот по этому, значит, по 2016 году, то эти дивиденды на сумму, общую сумму 2 миллиона 786 тысяч сомов полностью выплачены акционерам. Никакого имущественного ущерба акционерам не было причинено. Все вот эти данные подтверждаются в том числе и актом аудита. Она подтвердила эти данные. Другое дело, что она по пункту 1.5 стала считать вот эту вещь, но вот эти данные она все полностью подтвердила. А вот эта часть ложная. Тут двойная неправильность. Во-первых, сумма, 1 миллион сомов, была взыскана в пользу Исама Мифталиева решением Бишкекского городского суда от 15 июля солидарно не с 3, а с 2 юридических лиц. То есть она в акте пишет 7 организаций, в обвинительном заключении 3 юридических лица, а на самом деле юридические лица только 2. Это ЗАО «Израильский дом», Вечерний Бишкек и соврекламная фирма «Рубикон». Остальные 5 названий. Это редакция газеты «Вечерний Бишкек», интернет-сайт в БПГ, редакция газеты «Жена Аким», редакция газеты МСН, типография, указанные в качестве ответчиков. В результате части решения Бишкекского городского суда 15 июля 2000 юридическим лицам не являются. Сторонами в суде тоже не являются. И, как следствие, должниками по каким-либо взысканиям тоже быть не могут. Поэтому материальный ущерб в виде неполученных за 2016 год всем акционерам дивидендов в размере 143 тысяч 23 сомов 93 таинов из взятия на расходы излишних 571 тысячи не причинялся. То есть, получается, она здесь убирает 571 тысячу, а должна была убрать тогда только 500. То есть 71 тысяча осталось. То есть, соответственно, ущерб был бы меньше. Во-вторых, если на секунду вот забыть о вот этой неправильности, что было не 7 организаций, не 3 организации, а было всего 2 организации. ЗАО «Израильский дом» и рекламный фонд. То есть представь, что это правильно все это или речь, допустим, идет о 500. Вот на месте 571 должно быть 500 тысяч сомов. Вот если даже это на секунду забыть и взять цифру Ашимовой, то эту разницу до начисления 143 тысячи 23 сома Ашимова и называет имущественным ущербом. Нетрудно заметить, что эта разница обусловлена расхождением на сумму 571 тысяча, о которой я сказал, между расходами 53 710 сомов по данным ЗАО «Израильский дом» за 2016 год и расходами 53 138 тысяч по ложной части аудита. То есть вместо дачи надлежащего заключения о достоверности или недостоверности отчетов ЗАО «Израильский дом» Вечерний Бишкек, либо их соответствие или несоответствие установленным требованиям, Ашимова дает заключение по правовому вопросу, утверждая, что ЗАО «Израильский дом Вечерний» не имело права выплачивать 1 миллион сомов в 2016 году, а обязано было выплатить ему лишь свою, такую же, как у рекламной фирмы «Рубикон», долю в размере 428 тысяч. То есть Ашимова, так же, как и все остальные лица, привлеченные к фабрикации этого уголовного дела, выходит за пределы своей компетенции. Поэтому ее акт аудита в этой части является недопустимым доказательством. Кроме того, в этой части акт аудита Ашимовой противоречит статье 100 Конституции, которая устанавливает, что вступившие в законную силу акты судов Киргизской республики обязательны для всех юридических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Неисполнение, ненадлежащее исполнение, либо воспрепятствование исполнению влекут установленную законом ответственность. В этой части акт аудита также противоречит части 1 статьи 313 Гражданского кодекса Киргизской республики, которая устанавливает, что при солидарной обязанности должников, в том числе установленной судебным актом, кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части. И ЗАО «Израильский дом» исполняет эту обязанность, вот он исполнил ее, миллион выплатила, то ЗАО «Израильский дом»
имел право включить в расходы 2016 года сумму 1 миллион, а не 428 тысяч, как указывает Ашимова. Поэтому вывод Ашимовой о завышении ЗАО «Издательский дом» расходов 2016 года на сумму 571 тысяча по вине бывшего директора Божакоева и причинения имущественного ущерба оцененного за 2017 год на сумму 143 тысячи является ложным. То есть весь вот этот вот, вся ложная часть, она обусловлена только одним, что она решила, что ЗАО «Издательский дом» не должно было исполнять решение суда на 3 миллиона сумм. То есть она указывает. И когда я здесь задал вопрос, а вы какое имеете право это отвечать? Она говорит, я не являюсь, я не знаю. А раз не знаете, зачем вот это сделали? Потому что весь расчет только на этом основан. Какую сумму брать? Если вы не знаете, как этот вопрос регулируется в юридическом праве, тогда не надо вот это делать. Тогда проведите свой аудит, подтвердите достоверность данных, а вот это вот вы не нужны. Поэтому мы требовали исключить этот акт аудита. Идем дальше. 2 июля Дюшеева отвечает на мой вопрос. Протокол судебного заседания 2 июля. Третье. Кто и когда подписывал соглашение? Дюшеева, я не знаю. Дальше она отвечает на мой вопрос. Деньги получила из кассы, то есть она по кассовому ордеру. Деньги передала в тот же день в течение часа. Кассовый ордер передала в бухгалтерию. То есть деньги она отдала Металиеву, потом вернулась, и кассовый ордер, который он подписал, вернула в бухгалтерию. Вот ее показания. Раз. Второе. Протокол от 10 июля 2019 года. Леденева на вопрос суда и государственного митинга свидетель Леденева говорит, нам поступило устное распоряжение от директора ЗАО «Издательский дом» Чернышева Божакоева. Он сказал, подготовьте расходный кассовый ордер для выплаты Мамбеталиеву 1 миллиона сомов. По решению суда. Вот в протоколе указано. По решению суда. Расходный кассовый ордер подготовил кассир. Я подписал. То есть показания Леденевой и Дюшеевой сходятся. Но тут сразу оговорку необходимо сделать. Вот когда Леденева ответила, что выплата была на основе решения суда, государственный обвинитель задает вопрос. А вы подтверждаете показания, которые вы дали на следствии? Почему он этот вопрос задал? Потому что на следствии она действительно сказала, что выплата была на основе соглашения. И поэтому, когда мы дошли при исследовании доказательств до протокола очной ставки, адвокат Воронцов потребовал, чтобы огласили его именно с этой целью. Когда мы оглашаем этот протокол ставки, начальной ставки, мы видим, что да, она сначала говорит, мы сидели, она говорит, да, на основе соглашения. И тогда мы ей показываем этот ордер, говорим, как вы, Наталья Викторовна, вот она. Значит, каким образом была вылучена сумма? Она говорит, по ордеру, по расходному кассовому ордеру. Вот читайте свой ордер. Вы что здесь подписали? Она говорит, по решению суда. И она сразу притухла на очной ставке. И тогда уже Ашихаджаев ей говорит, а вообще вот этот вот, который мне показали, ордер, он вообще является основанием для выплаты? И она говорит, для кассира является? Конечно, для кассира, а для кого еще? Он для всех является. Но она так вот мягко начинает возвращаться на правильную почву. Не сразу резко сказать, да, я ошиблась, извините. Она начинает медленно двигаться. И вот когда пришла в суд, она уже говорила правильно, явно. Значит, что решение было на основании суда. Здесь она дала правильные показания. Идем дальше. Тогда тут возникает вопрос сразу. Почему же она ошиблась? То есть важно механизм, по которому это все произошло. В этом случае происходит вот что. Вот бухгалтерские проводки ЗАО «Издательский дом» Вечерний Бишкек. Вот это вот реальные счета, реальные проводки. Вот 21 октября 2016 года вот это вот счет 8500-8550 в ЗАО «Издательский дом» это расходы предприятия. То есть, если говорить простыми словами, это средства предприятия. По дебету этого счета за счет уменьшения собственных средств предприятия была признана кредиторская задолженность 21 октября вот проходит. Перед Мамбеталиевым по счету 3600-3690. Признав эту задолженность, значит, в этот же день происходит выплата из кассы. Вот уменьшение по кредиту идет. Вот уменьшается сумма в кассе на 1 миллион за счет того, что погашается кредиторская задолженность 21 октября Мамбеталиева. Вот она погашена. Все, вот на этом закончилось. То есть по бухгалтерскому балансу никакой задолженности у ЗАО «Издательский дом» ни перед кем не было. Ввиду проведения вот этой ошибочной записи. Она не учла, что взыскание было десолидарным. И поэтому, когда вот это закрутилось 4 сентября, как я сказал, 2018 года, и пришли из представителей МВД, как она говорит, Рубикон сразу возвращает всю сумму этого миллиона. То есть, когда ЗАО «Вечерний Бишкек» отдало Мамбеталиеву 1 миллион сомов, то она дало за себя 500 тысяч и 500 за условия рекламной фирмы «Рубикон». Это имело значение, только вот в этой вот схеме, когда мы говорили. Не то, откуда, что денег шли, а вот это имело значение. И второе имело значение, что когда «Рубикон» вернул эти деньги,
то он вернул не только свою долю, которую за него выплатила 2 года назад, в 2016 году, значит, ЗАО «Издательский научный мир», но он еще вернул долю самого ЗАО «Издательский научный мир». То есть оно вернуло полностью весь миллион. И получается, что на сегодняшний день, то есть на момент, когда было возбуждено это дело, значит, ущерба никакого акционерному обществу, а значит и акционерам, не было. Уже на момент самого. То есть, и потом, значит, во время следствия была возвращена еще 250 тысяч. То есть, получается, вот на сегодняшний день, вот, когда мы рассматриваем дело, миллион выплачен Мамбеталиеву не за счет ЗАО «Издательский дом ущерб», а за счет Осоры Калмыны Рубикон. А здесь сидят акционеры и жалуются, что им причинен ущерб. То есть вот этот абсурд мы сейчас рассматриваем. Вот когда вся это закрутилось в 2018 году, и Рубикон возвращает деньги, то в ЗАО «Издательский дом» они, значит, падают. Вот здесь они приходят на расчетный счет 12.00-12.30, это счет в банке. Вот они попали по дебету. Вот здесь увеличение идет активного счета. 31 октября 2012 705. А по кредиту они повисли на счете 33.00-33.99. Вот этот счет невыясненных вещей. То есть откуда пришли деньги, мы не знаем откуда. Вот, и поэтому они здесь зависают для выяснения. Потом точно так же приходит через месяц вторая сумма, 205 тысяч, и она также зависает. Вот миллион сейчас висит. И сейчас, когда вот эта вот судьба их не определена, она висит, они говорят, вот сейчас вы выступаете, говорят, мы сейчас ждем собрания, которое решит, как их делить, как сказать. Это такая же глупость, как если вот я вот эти деньги, которые меня таксист забыл, я прихожу и говорю, ребята, таксопарк, у меня кто-то забыл, а давайте соберем собрание и проголосуем, чтобы поделить их. Это вот такая же ерунда. Здесь на самом деле, значит, вот это должно выясняться. Именно откуда это деньги. То есть я должен выяснить, откуда эти деньги. И если, допустим, возможно, вот здесь было написано, что Рубикон прислал их в возмещение этого, значит, по решению суда. Поэтому вчера, когда Божков выступал, он дал проект приказа, что, где показывает, как, откуда это получилось, вот это вот, значит, право на то, чтобы сделать. То есть, что должна была сделать своевременно, в свое время, если бы Геова поняла, что все-таки было солидарное и необходимо отключить, как бы она сделала? Она провела бы ту же самую операцию, вот она также, вот это вставляется, вот, идет признание кредиторской задолженности, потом идет погашение ее, а потом она, значит, понимая, что она вот этим самым выгрузила долг, она вот теперь увеличивает средства предприятия, вот 21 октября, в этот же день, 21, на 500 тысяч за счет увеличения долга дебиторской задолженности Рубикона перед этим. Да, мы перед Москвой все погласили, но теперь нам должен Рубикон 500 тысяч. Он виден. Эта сумма задолженности, она видна. И поэтому, значит, во-первых, они бы уже тогда понимали, что это долг, и надо возвращать, по крайней мере, никто бы дело не возбуждал. Вот, и теперь, значит, когда теперь, вот реально происходит вещь, когда 31-го, вот он висит, пускай висит. Если, допустим, в тот же год, даже 2012 года закрывая год, или в следующий, или вот даже пусть будет в 2018 году, как оно прошло, вот когда деньги поступили еще, вот теперь, значит, вот они в этот же день, 31 октября, как 1 октября, они проводят погашение за счет этой суммы, потому что они пишут, а это по решению суда, они говорят, да-да-да, у нас вот долг есть, правильно. И мы его, то есть мы вот ликвидируем этот долг, закрываем долг, и вот списываем эту сумму. Вот на 500 сумму она ушла. Все. Теперь долга никакого нету. А вот этот оставшиеся 500 тысяч мы можем направлять на наши взаиморасчеты. Вот в счет тех 30 миллионов и так далее, и так далее. Вот этот приказ мы им дали. Мы говорим, вы подпишите его, проведите. Вопрос вообще закроется. Даже вот для самых непонятливых он закроется. Они не подписывают. Это уже второй вопрос. Почему они это не делают? Вот вы должны понимать, как это происходило. И теперь возникает вопрос. Почему она провела вот такую проводку? Почему она не провела вот такую? Потому что она смотрит, читает соглашение, которое ей дали от 21 октября. И здесь в первом пункте написано, ЗАО «Издательский дом» выплачивает наличные денежные средства 1 миллион сом. Вот поэтому она подумала, что это вот и есть миллион. Вот она это сделала. И поэтому она подумала, что она это сказать. Но на самом деле она подписала, что выплата идет не на основании решения соглашения, а на основании решения суда. И вот здесь вот стояла Ашимова, она говорит, написать можно в Word все что угодно, а вы на основании соглашения делали. Нет. Вот если бы решения суда не было бы, а мы бы написали, тогда это вот можно написать все что угодно. А решение суда на самом деле было. Поэтому это не обосновано.
Тогда возникает вопрос, хорошо, ладно, если выплата была произведена на основе решения суда, то зачем тогда вот это вот соглашение, значит, как оно вообще оказалось там в расходном ордере? А на это отвечает Анарбаева. Бажаков подает замечания на протокол, которые вы удостоверяете 31 июля. На второй странице внизу свидетель Анарбаева распоряжение дал директор Бажаков. Дополнить словами: 21 октября 2016 года я заполнила расходный кассовый ордер, который был подписан 21 октября 2016 года директором Бажаковым и главным бухгалтером Ледневой. В основании расходного кассового ордера от 21 октября я указала по решению апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года и выплатила Мамбеталиеву 1 миллион сом через члена Совета директоров ЗАО «Издательский дом» Дюшееву, получив у нее расписку, временный кассовый ордер на ее имя о получении указанной суммы. В тот же день, в течение короткого времени, Дюшеева возвратила мне расходный кассовый ордер номер 453 от 21 октября 2016 года за подписью Мамбеталиева о получении 1 миллиона сомов. Я возвратила расписку временный кассовый ордер Дюшеевой. Далее для подтверждения подписи Мамбеталиева в расходном кассовом ордере номер 453 от 21 октября 2016 года я по указанию главного бухгалтера Ледневой прикрепила соглашение, подписанное директором ЗАО «Издательский дом» Бажаковым, генеральным директором ЗАО Рубикон Рябушкин и Мамбеталиевым. Вот это вот теперь становится частью протокола, и я на него могу сказать как на доказательство. Вот это такие же показания дала Леднева. Анарбаева говорит: я же деньги выдавала из кассы, Мамбеталиев не сам пришел, я его не видел, паспорт не проверяла. Я дала Дюшевой, чтобы она отвезла их. А потом Дюшева приезжает и говорит: вот, я дала миллион, это вот, откуда я знаю, что это, может, она своему знакомому дала. Поэтому она говорит: как ты мне подтвердишь? Она говорит: вот соглашение, где подписано, видишь, Мамбеталиев, вот сравни стоимость. Она смотрит, да, одинаково. То есть она не знает подпись Мамбеталиева, но она знает подпись Рябушкина и Бажакоева. И она говорит: вот Рябушкин протокол мне подтвердили, что вот это есть подпись Мамбеталиева. Она смотрит, вот он был приложено. То есть оно было приложено не как основание для выплаты, а как подтверждение подписи того, что Мамбеталиев получил деньги. Вот почему она появилась. Идем дальше. Леднева, она слукавила, что она не знала, что было в социальном взыскании. Вот это соглашение было прикреплено к ордеру. Ордер находился в бухгалтерии. Она здесь приходила и говорила: да, я видела соглашение, почему она и провела тут неправильную проводку. Написано: ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» выплачивает ИСУ наличные денежные средства 1 миллион сомов. Вопрос: на каком основании? А вот выше поднимаемся. Во исполнение решения апелляционной инстанции Бишкекского городского от 15 июля 2016 года. Какого решения? А вот по исковому заявлению Мамбеталиева к ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек», интернет-порталу, редакции, и здесь же идет особо рекламный фирма «Рекон». Вот на основании этого она должна была понять, что взыскание было произведено с двух юридических лиц, а не с одной. И вот этого не проверить. И поэтому она, допустив эту ошибку, она правда делает проверкой. То есть ее можно было заподозрить в совершении преступления. Хотя, вот я повторяю, она должна быть честно это признать, что я ошиблась и никакого преступления здесь не было. Тогда бы вот этого каши все не было. Идем дальше. У нас есть 4 лица, которые напрямую связаны были с этим соглашением. То есть 3 подписанта, это Бажакоев, Рябушкин и Мамбеталиев, и Дюшева, которая выступала курьером, возила эти документы. Я, когда допрашиваем Дюшеву, я уже сказал, что она сказала: я не знаю, она ответила мне просто. Когда я сказал, как это, как подписано документ, я не знаю, все, убираем Дюшеву. Остается Мамбеталиев, Бажакоев и Дюшев. Я задаю Мамбеталиеву 16 июля вопрос. В протоколе 16 заседания 16 июля вопрос адвоката Медведбекова свидетелю Мамбеталиеву. Ваши подписи стоят под 2 документами. Под расходным кассовым ордером номер 453 от 21 октября 2016 года и соглашением от 21 октября 2016 года. Вы их подписывали одновременно, в один момент? Ответ свидетеля: не помню, я не помню. Вы удостоверили эти показания. Они сейчас являются доказательством. Вот я ссылаюсь. То есть Мамбеталиев тоже сказал, что он не помнит. Все, Мамбеталиева тоже убираем. Остается 2 человека. Смотрим показания Рябушкина, он вообще не говорит о том, кто писает. Вот посмотрите по протоколу, там вообще этого ничего. По сути, он не говорит, как подписал. Бажаков сказал, и это записано в протоколе судебного заседания, на самом деле, 23 июля, протокол судебного заседания. После подачи Мамбеталиева надзорной жалобы в Верховный суд Киргизской республики с требованием отмены решения Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года о взыскании 1 миллиона сомов и оставление в силе решения Свердловского районного суда от 5 февраля 2016 года о взыскании 5 миллионов. Я в целях отзыва Мамбеталиевым этой жалобы, устранения риска взыскания дополнительных 4 миллионов сомов и скорейшего освобождения из-под ареста активов ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек», наложенного по делу, прошу юрисконсульта рекламной фирмы «Рубикон» Дюшеву проработать вопрос с представителем Мамбеталиева о возможности отзыва надзорной жалобы.
Дюшеева соглашается. Дюшеева совместно с представителями Мамбеталиева готовит проект соглашения об отзыве Мамбеталиевым надзорной жалобы. Мамбеталиев готов подписать этот проект при наступлении двух условий. Первое. Условие рекламной фирмы выступает третьей стороной соглашения, а вечерний Бишкек выплачивает Мамбеталиеву наличными 1 миллион сомов во исполнение суда до подписания Мамбеталиевым этого соглашения. Это условие закреплено в преамбуле и соглашения. На самом деле, в соглашении сказано, первый пункт, ЗАО «Издательский дом вечерний Бишкек» выплачивает ИСУ наличные денежные средства в размере 1 миллион сомов, и на момент подписания данного настоящего соглашения истец подтверждает, что сумма в размере 1 миллион сомов получена истцом в полном объеме от издательского дома. То есть он уже получил, только после этого он подписывает соглашение. Вот почему соглашение на основе деньги не выдавались. Они были выданы раньше на основании решения суда. И после этого он уже подписывает соглашение об отзыве своей жалобы. 21 октября 2016 года генеральный директор УСО рекламной фирмы «Рубикон» Рябушкин выполняет первое условие и первым из 3 сторон подписывает подготовленный проект. Соглашение у себя в кабинете в УСО рекламной фирмы «Рубикон». Дюшеева тут же приглашает меня в кабинет Рябушка, где я вторым из 3 сторон подписываю проект соглашения. Подписанный 2 сторонами проект соглашения в 3 экземплярах остается у Дюшеевой, который ждет прибытия в ЗАО «Издательский дом» Мамбеталиева для получения им 1 миллиона сомов из кассы и последующего подписания третьим из 3 сторон проекта соглашения. То есть, опять же, он должен сам получить, а потом расписаться. Поэтому Божуков дает устное распоряжение главному бухгалтеру Веденевой и кассиру подготовить деньги и документы для выплаты Мамбеталиеву 1 миллион сомов из кассы на основании решения автономной инстанции Бишкекского суда от 15 июля. Андарбаева снимает необходимую сумму с расчетного счета, заполняет расходный кассовый ордер номер 453 от 21 октября 2016 года на имя Мамбеталиева на 1 миллион сомов на основании решения апелляционной инстанции Бишкекского городского суда. Она указывает так. После этого я, то есть Божаков, подписываю ордер, после меня ордер подписывает Леденева. Однако мне сообщают, что Мамбеталиев не приедет в ЗАО «Издательский дом вечерний Бишкек» для получения денег и последующего подписания проекта соглашения, но готов получить деньги и подписать проект соглашения, если ему эти деньги и проект привезут. Когда я, то есть он, даю устное распоряжение кассиру Андарбаеву передать подготовленные 1 миллион сомов и расходный кассовый ордер 453 от 21 октября Дюшеевой для их отвоза Мамбеталиеву и последующего возвращения ордера, подписанного Мамбеталиевым Андарбаевой. Андарбаева выполняет мое распоряжение, передает деньги Дюшеевой по временному кассовому ордеру. Дюшеева отвозит деньги Мамбеталиеву. Мамбеталиев получает деньги и расписывается в получении их в расходном кассовом ордере номер 453 от 21 октября 2016 года. Лишь после получения денег и расписки в расходном кассовом ордере номер 453 от 21 октября Мамбеталиев подписывает проект соглашения. Третьим из 3 сторон, в 3 экземплярах, один из которых остается у него. Дюшеева возвращается в ЗАО «Издательский дом вечерний Бишкек», возвращает кассиру подписанный Мамбеталиевым расходный кассовый ордер от 21 октября 2016 года, забирает у него свой временный ордер и передает ей копию подписанного 3 сторонами соглашения, которое она прикрепляет к расходному ордеру. Вот что показал Божаков, и это записано в протоколе своего занятия. Это доказательство. 25-го, через 2 дня, выступает Рябушкин, он ничего про это не говорит. Вот можете прочитать его, вы увидите, там ничего нету. Таким получается, из всех сторон участников этого дела, которые могут сказать, как подписывалось соглашение, кроме только один Божаков рассказывает, как это было. Других материалов у нас нету. Рябушкин ему не противоречит, Дюшеева не помнит, не знает, а тот не помнит. Вот у нас выглядит. Поэтому на этом основании нельзя делать вывод о том, что соглашение было подписано раньше выдачи денег. И на его основании были выданы деньги. Вот это доказательство. Воронцов говорит, что показания Рябушкина противоречат, потому что если бы Божаков сказал, что подписывал сначала Рябушкин, потом я, потом Мамбеталиев, Воронцов говорит, что Рябушкин сказал, что подписывает, сначала подписал Мамбеталиев первый, потом подписал он Рябушкин, а потом Божаков. Вот он говорит, и они друг другу противоречат. Вот это те замечания, которые мы только сейчас подтвердили, они друг другу противоречат. В том-то и дело, что они не противоречат друг другу, потому что Рябушкин этого не говорил, потому что в протоколе этого нету, потому что вы не подавали замечания на протокол. И мы их не устояли. Я вчера спросил у государственного обвинителя, вы подавали? Он говорит, я не подавал. Они подавали? Нет, не подавали. Протокол был изготовлен 5 августа. В течение 3 дней только подается. Вы не подали. Все, поезд уехал. Вот теперь мы будем говорить только одно. Но я могу выйти за пределы. Противоречие у них было бы в этом случае, если бы вы подали замечания, на протокол, и они были удостоверения. Было бы только в том случае, кто как подписывал. Но независимо от того, кто из них подписал, Рябушкин сказал, что Мамбеталиев подписал соглашение, пусть даже первым, но он подписал его после получения денег. Сначала он получил деньги, а потом он расписал получение. Так, оно так и было. То есть деньги были выплачены из кассы не на основании соглашения.
Даже вот по этим показаниям, которые были, ушли никуда. Деньги были выплачены только на основании, и искать они могли выплатить только на основании решения, потому что соглашение на тот момент не существовало еще. Выплата денег была условием этого соглашения, никак не иначе, для отзыва жалобы. Идем дальше. Это когда Джаналиев и Кузьмин задают вопрос Рябушкину, зачем вы подписали это соглашение? Третьим. И когда, как уже я сказал, прочитала председательствующая, она говорит, что вот видите, сам Мамедалиев не сможет вам это предъявить, что он не сможет вернуть. Рябушкин и говорит в этом случае, правильно, я потому его и подписал, потому что, если бы, допустим, здесь меня не было бы у СО рекламной фирмы «Рубикон», тогда бы оставалась возможность, и взял бы только ЗАО «Израильский дом», еще не взял на себя, что к нему не выйдет претензии, то Мамедалиев мог получить деньги из ЗАО «Израильский дом» миллион, а потом прийти и морочить голову Рябушкину. Вот, а мы с тобой не подписывали ничего. Поэтому он обязан был подписать, потому что это была сумма единая. Это была одна сделка. Поэтому он обязан был выступать здесь, чтобы к нему тоже не было претензий, чтобы вопрос был закрыт полностью. Потому что взыскание было солидарно. Рябушкин правильно подписал это соглашение. Идем дальше. Воронцов задает вопрос Дюшеевой. Почему вы сами не обратились с жалобой в Верховный суд? Такой же вопрос задавал и Кузьмин Рябушкину. Рябушкин тоже на этот вопрос Кузьмин отвечает правильно. Он правильно, так же, как Дюшеева ответила. Отвечая на этот правильный вопрос, правильные вещи, да, эти же люди просто хотят, как колхозным бараном, перерезать горло. Им нужен просто ваш ответ. Поэтому нельзя вообще нарушать просто нельзя выходить из этих вещей. То есть ответ на этот вопрос и Воронцову, и Кузьмину звучит на этот вопрос такой. Почему не обратились в суд? Потому что это было решение суда, и если сторона не обжалует решение суда, это не является основанием для обвинения в злоупотреблении полномочий. Все, точка. Идем дальше. Теперь, касающаяся квалификации. А обвинение было предъявлено по статье 173 Уголовного кодекса 1997 года. Также по статье 221 части 1. Но к моменту постановления обвинения заключения Уголовный кодекс был изменен, и статья 173 содержание, она перешло в статью 209 нового кодекса уголовного. А статья 221, она перешла в статью 233 кодекса. И вот теперь необходимо понять, правильно ли была квалификация. Вот чтобы понять статью причинения имущественного ущерба, вот эта статья, почему нам не предъявляется эта статья? Потому что здесь произошло увеличение санкций. Поэтому применяется только тот закон, который действовал во время совершения преступления. И мы читаем диспозицию этой статьи, часть первую. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Часть вторая, по которой предъявляется обвинение, то же самое деяние совершенно предварительного сговора группы лиц. Кто причиняет собственнику вред? Собственнику, вот по этой статье, может причинить вред только другое лицо, не оно же само. И вот это вот очень хорошо видно вот в этой статье, в которую перешло. Читаем ее. Причинение значительного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем самовольного использования газа, электрической либо тепловой энергии без приборов, если их использование является обязательным, или вследствие умышленного повреждения приборов, а равно путем иного обмана или запретных доверий. То есть тут показано, что кто может у газоснабжающей станции воровать во время счетчика? Только абонент. То есть лицо постороннее к это. Я прошу записать возражение против действий председателя, который мешает мне выступать в прениях. По этой статье нам предъявлено обвинение, куда уж ближе может быть. Итак, то есть вот эта статья показывает, что лицо должно быть посторонним. Поэтому вот эта статья предъявлена неправильно, необоснованно. А какая статья будет правильно? То есть, на самом деле, сильно могут возмущаться. Потому что, на самом деле, может быть ситуация такая, при которой руководство акционерного общества, то есть являясь собственником, оно совершает действия, которые вредят акционерам. А для этого существует специальная статья, которая называется «Злоупотребление полномочиями коммерческой организации». То есть, если это происходит в государственной организации, так это называется злоупотребление должностным положением. А если это не государственное, то это происходит статья 225 «Злоупотребление полномочиями». Вот статья, по которой их должны быть привлекать к ответственности. И учитывая то, что вот эта статья, за эту статью раньше можно было получить именно те 3 года, которых просил газозаменитель, сейчас, в связи с изменением гуманизации, они облегчили эту статью, и они исключили лишение свободы. То есть теперь та же самая статья идет. Теперь, если раньше его можно было просто, вот если руководитель, директор ЗАО «Израильский дом» злоупотребляет своими полномочиями,
А миноритарии ничего не могут сделать, потому что они не могут голосовать, и их не. Они тогда просто пишут заявление в МВД, директора сажают на 3 года, назначают нового, а новому это уже урок идет. Он уже этого не делает. Вот так защищаются эти интересы. А сейчас это может быть только за счет за решением права занимать определенную должность. То есть будет вынесено решение о том, что запретить такому человеку, его снимать с должности, назначать нового, или даже не снимают, а даже вот 220 тысяч ему штраф дадут, он умнее будет. Он тогда уже не больше. Вот эта статья, по которой, единственная статья, по которой должно было быть предъявлено обвинение. И о том, что здесь не было злоупотребления, я в своем выступлении полностью это показал. Я закончил.